Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». С наступлением лета, конечно, многие наши телезрители переезжают на свои приусадебные участки, на дачи. И, конечно, сегодняшний выпуск мы бы хотели сделать полезным именно для них. В целом у нас сегодня поставлена такая задача, что нужно переместить куст черной смородины. Но так как я человек далекий достаточно от огорода, поэтому сегодня все это мы будем делать под надзором и с теоретической информацией от Ирины Мухиной, начальник отдела дендрологии Ботанического сада Северо-Восточного федерального университета. Здравствуйте, Ирина. Добрый день, Руслан. Очень рад вас видеть. Взаимно. Вот у нас такой вот куст достаточно большой, и в целом его нужно переместить. С чего нужно начать и вообще в целом какие действия нужно делать? Пересадить. Пересадить. А я что так сказал? Переместить. Переместить. Пересадить. Пересадить. Использовать верные термины. Ну, во-первых, честно говоря, мы немножко опоздали, поскольку куст у нас уже начал свою жизнь, грубо говоря. Вегетация уже идет полным ходом, сокодвижение и, в целом, жизнь растения. Но, тем не менее, мы, естественно, если раз стоит задача, должны это сделать. Первоначально куст, поскольку большой, нам нужно его очень хорошо обрезать, чтобы, во-первых, кусту самому уже давно нужна обрезка, во-вторых, это мы сделаем для того, чтобы облегчить работу корней. То есть уменьшим зеленую массу, приведем его в порядок, выберем место и пересадим. Хотя нет, вначале выбрали место, потом пересаживаем. Кстати, я извините, перебью, да? Я думал, что чем куст больше, тем он больше дает ягод. То есть, его нужно подрезать. Разумеется. Самые такие плодоносящие побеги – это побеги 1-3 года жизни. А уже с 4-го года жизни и дальше урожайность немножечко падает. Соответственно, куст мы должны ежегодно обрезать и оставлять самые крепкие побеги 1-го года жизни и, собственно, прореживание производить с побегами более старыми, так сказать. Плюс есть еще побеги, так называемые нулевые, которые не несут нам большого количества урожая, они просто загущают куст. Кусту нужно пространство, то есть оно должно быть продуваемо и оно не должно быть очень густым. Получается, иногда, может быть, замечали то, что куст, он такой очень обильно пышный, такой зеленый, казалось бы, то, что он такой крепкий и так далее, но ягод очень мало. Все это, соответственно, происходит из-за того, что большое загущение, и именно когда куст очень-очень густой, у нас в нем развиваются вредители и болезни. То есть обрезка еще способствует именно какому-то здоровью растения. И сейчас первоначально нам лопата не понадобится. Я уже, видите, нам понадобятся инструменты секаторы, и если будут большие ветки, то это будут сучкорезы. Так, перво-наперво мы осматриваем куст. Куст у нас довольно, такой возрастной, скажем так. Для того, чтобы определить возраст растения, мы идем с макушки считать возраст. Тут мы видим, не знаю, на камеру видно или нет, то, что на макушке побег такого светлого, такого почти бежевого цвета. Далее у нас идут такие, грубо говоря, как так называемые годичные кольца. Исследуем веточку дальше, находим. Получается, у нас 1 год пошел, закончился. Далее идем вниз, 2-й год. Вот они, годичные кольца. Идем дальше. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Уже получается у нас здесь была прищипка, здесь уже 3-й год и 4-й год. Побегу 4 года. Ой, я даже не знал, что можно так считать года. Я думал, только в деревьях возможность есть. Сейчас получается теория, но куст, поскольку большой, мы просто вначале заходим вовнутрь куста, исследуем его и видим то, что некоторые побеги, они находятся очень низко к земле. Мы берем и сразу их отрезаем, поскольку
ну, во-первых, побег возрастной, и даже если на нем будет урожайность, под тяжестью ягод он будет Еще опускаться очень низко. То есть нам это не нужно. Вот здесь вот мы должны дойти до самого-самого низу, поскольку если мы оставляем такие пенечки, видно, да? Ага. В пенечках обычно, видите, там такая дырочка есть. Да. Это поработала стекляница, это вредитель. И для того, чтобы ее не было, мы должны отрезать этот побег максимально низко. Попробуйте вы. Так, давайте. Получается прямо под низ, да? То, что мешает, прямо вот ну, как с корня. И постарайтесь сделать это немножко наискосок. Так. Под 45 градусов. Как будто вот здесь, да? Под 45 градусов наискосочек это вот тоже... Так? Покажите-ка, не вижу. Да, вот что, да, что-то вроде этого. Не режет? Режет. Но теперь, получается, давайте обратим внимание на так называемые нулевые побеги. Вот здесь вот мы видим то, что нулевые, вот тут вот прямо из-под земли есть несколько побегов. Вот. И они тоненькие. Вот эти тоненькие побеги нам не дадут ничего. Их тоже нужно, вот трава, кстати, их нужно убрать, чтобы они не загущали лишний раз нам наш куст. Вот это отрезаем, да, тоже? Отрезать. Вот, например, если сравнить вот этот нулевой побег и вот этот, дайте покажу, то вот этот, он совсем хиленький, маленький, а вот этот, он такой сильный достаточно. Его мы оставляем, а вот такие вещи убираем. Их по кусту довольно много. Вот это тоже оставляем, срезаем. Убрать. Ирина, скажите, а вот, допустим, если вот постоянно вот так, ну, ухаживать за кустом смородины, он постоянно будет давать урожай, да? То есть мы обрезкой вот этой вот омоложаем куст. А в целом идеальное время тогда получается весной, да, для пересадки? Весна и осень. И осень тоже. Есть вот эти вот у нас сезоны, весенний, осенний. Плюсы есть и в весенней посадке, и в осенней тоже. Также есть и минусы, потому что, ну, во-первых, за счет короткого сезона весеннего, например, земля у нас оттаивает довольно поздно, а растения все равно, получается, когда почки трескаются, они уже начинают жизнь, то есть вот этот вот сезон у нас укорачивается, но зато у нас увеличивается сезон образования корней, то есть до зимы имеется в виду. А при осенней посадке растения уже в сентябре перестают именно активную фазу своей жизни, то есть вегетация у нас идет к концу, и можно уже пересаживать, но у нас очень короткая осень. Во время этой осени должны успеть образоваться сосущие корешки. Ну, то есть вообще, в принципе, должна успеть сформироваться корневая система, которую мы повреждаем при пересадке, и должны успеть образоваться вот эти вот корешки, которые способствуют хорошей успешной перезимовке растения. Испытано на себе. Друзья, ну вот сейчас, на мой взгляд, мы очень хорошо проредили куст. Вот, Ирина, до какой степени можно делать вот эту процедуру? Вообще, в целом, куст смородины должен иметь 10-15 разновозрастных побегов. То есть вот здесь у нас уже есть определенное нужное количество этих побегов. И сейчас нужно сделать немножко вещи по укорачиванию побегов. Оно нам даст в будущем, получается, вот на примере этого. Он сейчас вот один нулевой побег. Надо, чтобы пошло разветвление. То есть, получается, или у нас будут ягодки с одного побега, либо же у нас будут ягоды с двух побегов. Два лучше, чем один, правильно? Ну, да. Вот у нас мы смотрим, идет ствол, находим хорошие уже более-менее развитые почки, оставляем штуки 2-3 и смотрим. Тут, получается, на третьей почке у нас вот эта почка смотрит вовнутрь куста. А мы только что поняли то, что те побеги, что растут вовнутрь, они загущают куст. Поэтому мы доходим до почки, которая смотрит наружу куста, и хоп, немножко подрезаем его. Получается, вот здесь у нас будет в будущем разветвление. Так нужно делать с каждым побегом первого года жизни. Соответственно, это у нас макушки наших растений. Здесь повреждение. То есть прищипывать нужно почти что каждую ветку, которая дала
какой-то прирост в прошлом году. То есть мы смотрим, допустим, ну вот это год, да? Ага, все И верно. оставляем 1, 2, 3, да? Ну, давайте, да. И вот так отрезаем. Ага. Так нормально, да? 45 градусов и близко к почке. Все? Чешете. Все здорово. Вот. Если же у нас прирост совсем маленький, до 10 сантиметров, мы эту веточку не трогаем. Оставляем. Пусть развивается. Ага, ищем, где прироста больше, и режем. Ну, так, кажется, такой многоэтапный процесс получается. Так, здесь у нас вот, да, год. Все верно. Вот. 2, тут даже много, 3. Ну, давайте 4 оставим. Давайте даже можно больше, наверное. Вот видите, оно смотрит вовнутрь, тоже будет мешать. Вот здесь вот, хоп, с этой стороны, наверное, вам нужно взять секатор уже. Ага. Отлично. Ну что ж, на мой взгляд, мы с обрезкой уже справились. Мы оставили небольшое количество нулевых побегов и небольшое количество побегов 3-го года жизни. Остальные побеги мы убрали. Так, начинаем. Теперь опять, Руслан, вы пришли рано с вашей лопатой. Да? Первоначально нам с вами нужно выбрать место для посадки, потому что если мы выкопаем растение, повредим корни, а потом вдруг какое-то ЧП, и мы не успеем посадить его, уедем, тогда, ну, то есть мы не должны оставлять корешки в открытом виде. Вначале выбираем место, только потом выкапываем растение. Все, опять я схватился рано за лопату. Так, ну, место примерно определено, где-то в метрах 15 отсюда. Ну, предлагаю переместиться туда. Давайте. Испытано на себе. Так, ну сейчас мы переместились чуть подальше на участке. Соответственно, здесь есть место, куда можно пересадить куст. Получается, от творческого процесса мы переходим уже к такому более практическому. Выкапываем лунку. Обычно стандартная лунка это, ну, она идет размерами 50-70 сантиметров в диаметре и глубиной где-то чуть больше штыка лопаты. Выбрали мы место для смородины солнечное, защищенное от ветра. А местечко должно быть не сильно, ну, то есть без застойной влаги, то есть водный режим должен быть такой, проточный. Вылетело из головы. Ага. Ну, как бы, если вы полили, то она... Вода должна уйти, то есть стоячей воды не должно быть. Ага. Сейчас копаем лунку. О, какая хорошая. Местечко у нас не идеальное, чуть-чуть сыроватое, но то есть теория теорией, а практика практикой. То есть теоретически у нас должно было быть прямо совсем сухое-присухое. Ну, может, это только вот оттайка прошла. Так, в целом, возможно, здесь как бы летом будет сухо. Но, опять же, весенняя застойная влага, она тоже влияет не очень благоприятно. Примерно так? Чем старше у нас растение, тем сложнее ему будет прижиться. То есть мы с вами должны сделать условия максимально комфортные для нашего дерева, куста. Собственно, чем глубже мы сделаем лунку, тем больше мы туда поместим такой плодородной смеси, получается, с нашего перегноя, перепревшего обязательно. Это не должен быть какой-то свежий навоз, это обязательно должно быть перепревшее, то есть перегной. Чистенько сделать, ну все, достаточно. Так вот сейчас ровненько. Потом нам все равно с песком мешать этот. Ну что ж, яма у нас готова. Оставили лопату, чтобы было видно то, что глубину этой ямы получается чуть больше, чем штык. Вот, пойдемте за растением. Хорошо. Итак, у нас в мешке получается перегной. Приобрели его
в таком виде. заблаговременно, чтобы при посадке перегной у нас уже в наличии был. Используется земляная смесь в пропорции 3 части дерновой земли, 1 часть песка и 1 часть перегноя. Ну, естественно, на весы мы это все ставить не будем. Примерно используем плюс-минус ведро перегноя, чуть больше, наверное, 2. Смесь мы подготовим в тележке. Где-то половину мешка, Где-то половину, плюс-минус. Ага, достаточно. Наверное, даже можно было меньше. Но опять же... Поменьше? Ну, нет, каких-то таких конкретных рамок у нас нет, поэтому сюда почти что столько же песка, но опять же, там у нас грунт уже с песком, по-моему, подготовленный, поэтому нам проще. Ошибиться мы не можем. Вот мы песок. Это лучше убрать, кладите песок, конечно, эти корешки потом. Сорняки будут забирать питательные вещи. Вот. У нашего куста. Сорняки огромный минус для наших растений. Получается, вот эту вот смесь потом мы берем, первоначально перемешаем здесь в тележке, и там тоже еще соединим с землей и тоже будем перемешивать. Так. Сейчас эти. Испытано на себе. Ну что ж, приступаем к непосредственной копке нашего растения. Лопата у нас должна держаться строго вертикально, для того, чтобы повреждение корней было минимальным, то есть площадь повреждения. Корней нам достаточно будет вот примерно такой вот кружок. То есть первоначально мы обрубаем все корни вокруг растения и только потом уже начинаем вытаскивать его. Сейчас мы обрубаем корешки. В принципе, это не есть хорошо, но опять же мы приложим же все усилия для того, чтобы растение прижилось. Соскользило, значит, там есть что-то, корень такой. Вот. Чувствуете, обрывается? Да. Еще круг, да? Наверное, да. Или попробуйте вот так вот и под это самое. Поднять? Ага. Не идет? Нет, нет. Значит, надо дальше копать. Вот здесь уменьшим. Тут, да? Вот эту часть. Так, здесь как будто. Так, уже пошло. С другой стороны, да? Там, наверное, понадобится помощь. Для того, чтобы пересаживать растения такие возрастные, то есть не однолетние, не двухлетние, нужно как-то это сделать. Сейчас, может, вместе. Поднести тачку или еще рано? Может быть. Да, нам надо ее достать вначале, чтобы рядышком стояла. Так, вот так тогда. Сейчас давайте я с лопатой, а вы А прямо можно за ветки? Ну, вообще, на самом деле нельзя, но... А что нам остается, грубо говоря? Ага. Так. Досталось? Ага. Ты не снял? Снял. Мы тут, в общем, получается многолетний, да, достаточно куст. Он такой диаметр большой, и, скорее всего, нам надо будет сейчас расширять ту лунку. Для того, чтобы повредить корешки минимально, мы постарались сделать земляной ком чуть больше, чем, собственно, можно было. Тут, получается, обычно ориентируетесь на крону. Сколько кроны, столько и диаметр, получается, нашего пересаживаемого растения. Мы могли, например, там сделать совсем маленький кустик, и сделать совсем тоже крошечный ком. Но так мы бы увеличили задачу корням. Вот, чтобы они тут ага. как бы легче будет. И вообще, друзья, вот обратите внимание, вот кустик рядом совсем маленький, мы могли его отснять, да? Но, видите, вот у нас испытание настоящее. Вот. Крупный, многолетний куст. Ага. Так, поехали, сейчас попробуем переместиться. Материально-техническое обеспечение дачи не позволило найти нормальные носилки, но был полик для гостей. Сейчас попробуем. Не порвался. Вам лучше так сказать. Но это чуть-чуть довольно тяжелая задача. Надо Может быть, попробуем перекатить еще сюда.
Кажется, тачка его не это. Развалится, там еще и колесо. Сейчас так переместим. И попросим потом нашего оператора помочь нам. Он, наверное, машет камерой, нет, говорит, да? Так. О, все. Сейчас попробую. Нормально. Нет, не нормально. Получается, задача при транспортировке отдохнуть. саженцев вместе с комом, задача заключается в том, чтобы ком максимально сохранить в таком собранном виде. То есть, если у нас ком развалится по пути, то у нас повреждаются не только крупные корни, но и сосущие корешки тоже, маленькие корешки. Поэтому при покупке саженцев в питомниках постарайтесь попросить, чтобы ком этот все-таки попытались сохранить. Ну, опять же, это не обязательное условие, но для растений так лучше. А? Что? Маленькая камера. Петр говорит, делай все сам. Без помощи. Ну вот. Так. Минус полик. Ничего страшного, старый полик был. Зачем нам наматывать лишние километры? О, слушайте, хороший вес. Настоящий испытанный на себе. Это вам не пиццу готовить. Так, сюда и туда. Наверное, лучше в горку не идти, а вот так вот обойти. В нашем случае самое тяжелое не обрезка, не посадка, а транспортировка нашего растения получилась. Но на самом деле это просто шутка. По факту какие-то физические действия, они не... Ну, то есть, как сказать, их нельзя сравнивать именно с теоретической частью. Все, нормально. Слушайте, я не знал, не думал. Это труд. Это... Недавно на Алтае шел в подъем, где-то метров 800. Тащил велосипед на себе, примерно то же самое. Так. Труба. Так, у нас финишная прямая. Ага. Все-таки полик не дожил. Почему застрял-то? Поэтому все-таки перед посадкой хорошенечко распланировать работы и подготовить необходимый материал от и до. Да, то есть тут, если бы у нас были носилки или какая-то ткань, может быть, побольше, было бы проще. Кстати, да. Итак, сейчас, получается, у нас зачастую бывают такие вещи, что мы подготовили лунку, а она оказалась чуть меньше, чем нужно. То есть она диаметром такая же, как выкопанный наш ком. Поэтому нам уже, исходя из размеров нашего кома, необходимо увеличить диаметр лунки. Плюс сейчас мы мерим, опять же, подручными средствами высоту нашего земляного кома. Ну, обычно, по истечением времени это уже видно на глаз, но если вы, если зрители, например, там впервые делают посадку-пересадку, то мы, получается, померили, вот палка, мой палец и высота. Получается, на глубину наша лунка нормальная. Чуть-чуть ниже уровня земли должно получиться. То есть мы сейчас только увеличиваем диаметр. Так, я бы увеличил диаметр ближе к кусту. Диаметр. Вот так вот, наверное. Так, берем.
Пока Руслан копает, я здесь почищу наш ком. Ваш ком может быть с сорняками, какая-то трава может быть здесь. Нужно, то есть лучше почистить от сорняков, если они есть. У нас вот тут вот немножко листьев, вот так вот отряхнем их, и будет достаточно. Потому что сорняки на новом месте нам не нужны. И обратите внимание, пожалуйста, тут получается у нас очень хорошие, ну, в смысле, очень видно наглядно срезы. Беленькие, ничего черного внутри нету. То есть стеклянницы, там каких-то других вредителей у нас нету. Диаметр, если большой, с палец, то такие вещи лучше открытыми не оставлять. Замазывать садовым варом, запечатывать. Садовый вар. Угу. Испытано на себе. Ну что ж, лунку мы увеличивали, и теперь давайте уже начнем. Соответственно, сейчас у нас, поскольку ком большой, вы его поднять не сможете, поэтому лучше перекатами. Должны мы поместить наше растение в центр нашей лунки, и растение должно стоять прямо. Если оно перекошено, ну, оно так и будет расти, собственно. Ну, оно выпрямится, конечно, но, тем не менее, лучше поставить Сразу прямо. Так. Попробуйте. Вот в саду, поэтому лучше работать с помощниками. Да. Ну, я надеялся на нашего оператора, но он говорит, лучше... Давайте вместе, Сейчас. вместе возьмем. Перекатываем. Не, давайте я сам. Сейчас. Так лучше частями. Так. Угу. Угу. Супер. Замечательно. Так, ком в яме. Но теперь получается то, о чем я говорила. Подровнять. Нам нужно немножко Сейчас. выпрямить его. Сейчас. Вот, кстати, обратите внимание, друзья, да, на человека, который как бы, ну, редко сталкивается с такими вещами. Посмотрите, в чем я одет и как одета Ирина, да? Все правильно. Вот, а я в городской одежде думал, будет легкая прогулка. Так. Ага. Ага, замечательно. Теперь, получается, вам нужно несколько раз наступить на земляной ком, чтобы он уже очень хорошо впечатался в грунт. Прямо наступаю, да? Наступаете с этой стороны. Ага. Наступили прямо с весом всем. Ага. Вот, теперь визуально мы осматриваем. Опять же, куст стоит ровно. Теперь, если бы у нас здесь было очень сухо, то есть это, ну, если вы производите посадки, допустим, там в июне и так далее, земля полностью бы высохла, после того, как поместили растение вместе с комом в яму, нужно залить его водичкой. То есть это делается для того, чтобы вся корневая система, она пропиталась влагой. Собственно, у нас участок влажненький, ком сам по себе тоже влажненький, поскольку земля почти что недавно оттаяла. Поэтому полив мы произведем уже после посадки. Сейчас нам опять, поскольку мы использовали смесь дополнительно, перегной мы добавим в нашу смесь полностью. То есть получается Вот в среднем у нас перемешиваем. выходит, что на один большой куст примерно мешок перегноя, да? Да. Ну, можно, конечно, меньше Но лучше сэкономить, но лучше вот нормально, чтобы было, чтобы Давайте. растению было комфортно. Также перемешиваем. Перемешиваете вместе с землей. Дело остается за малым, так сказать. Сейчас нашу смесь вокруг кома присыпаем землей. Вокруг плотненько. Дальше вот эти присыпанные участки вначале трамбуем лопатой, чтобы тоже нижняя часть полностью заполнилась
землей, чтобы корешки не оставались в воздушном каком-то пространстве, в воздушном мешке. И потом уже утрамбовываем ногами. Так, достаточно. Теперь давайте лопатой. Лопатой, получается, Это мы как? производим вот такие вот движения. Трамбовка. Не по кому, а вот по тому пространству, где у нас Вокруг. земля. Вокруг. Не боитесь. В то же время смотрите, контролируете то, как стоит куст. Ага. Но трамбуете прям достаточно сильно, чтобы воздуха там не осталось. Так. Воздух, конечно же, уйдет и с поливом тоже, но трамбовка хорошая обязательно. Вот, замечательно. Еще добавляете земли. И получается, вы видите, да, то, что вы заполняете именно пустоты, а само место, где растет растение, вы не закапываете. Тут есть так называемая корневая шейка, при закопке которой растение задыхается, грубо. Вот. И, собственно, если оно закопано, потихонечку растение начинает чахнуть. Оно, конечно же, не погибнет в моменте, но постепенно сойдет на нет. Поэтому вот стоит быть аккуратным и не засыпать вот эти части. То есть приобрели саженец вместе с комом, поставили его, и так он должен и расти. Трамбуйте ногами. Угу. Так, теперь нам понадобится вода. Вы пока принесите воду, а я здесь немножко подкорректирую. Вот здесь вот мы уже видим то, ради чего мы мерили высоту земляного кома. У нас должно остаться пространство для полива. То есть поливочная лунка у нас должна быть. Если ее не будет, при поливе вода будет просто растекаться по участку. А нам нужно, чтобы водичка доходила где-то, ну вот столько, сколько корней у нас было, то есть 20-30 сантиметров вода должна доходить вниз. Угу. Теперь бы нам грабли, по идее, но Грабли, это уже нюансы. кажется. Заливайте водой. Кажется, не то. По кругу? Угу. Ну, в лунку. Это Воды пол ведра было. Воды используете где-то 20-30, даже 40 литров под одно растение. Полив после посадки, получается, сейчас мы посадили, использовали 2 ведра, это 20 литров воды. Место у нас влажное. Следующий полив мы произведем наверняка только через дня 2, может 3. В вашем же случае, может быть, полив понадобится ежедневный. Тут уже каждый случай индивидуален. Ну, я договорился, завтра ночью дождь будет, по прогнозу. Если дождь, то, ну, надо смотреть, да, чтобы влажно было. Или дождь так сильно не поливает? Дождь совсем не поливает. То есть у нас получается, если же у нас грунт сам по себе был немножко влажный, дождь пошел, и тогда только будет, ну, вот этот вот слой, как сказать, пропитанный влагой. А если засуха, дождик чуть-чуть, и он обычно промокает вот сантиметра 2, где-то 3. Поэтому в летнем периоде на дождь вообще лучше не стоит ориентироваться. Вот. Еще один нюанс. Для того, чтобы сохранить влагу в нашей почве, мы можем вот нашу луночку замульчировать. В качестве мульчи можно использовать всякие разные материалы. Может быть кора, могут быть опилки, только они должны быть обязательно 5-летние и старше, потому что в опилках обычно могут быть такие смолы, которые влияют, ну, не очень благотворно для растения. Это может быть, собственно, перегной, это может быть торф, это может быть скошенная трава. Ну, в общем, все что угодно. Мы используем кору, да? Да. Там как раз были... Я сейчас принесу.
Ну, такая кора есть. Ага. Так, кора. В принципе, кора хороша тем, что она в себе ничего не накапливает. Поэтому каких-то временных ограничений ее там старости никаких нету. Вообще хорошо было бы дождаться схода воды, но думаю, что так вот мы сейчас разложим. Фракции могут быть абсолютно разные. Можно и большие кусочки положить, и поменьше кору использовать. Главная задача, чтобы вот влага испарялась поменьше, и чтобы меньше росли сорняки. А еще бывает делают какой-то, ну это я не про смородину, вот бывает же какие-то материалом специальным, да, еще укрывают. Это то же самое, да? Или Ну тут тоже нюансы, получается. Вы имеете в виду укрывной материал геотекстиль, да? какой-то, да, вот само растение торчит, а вокруг него какой-то вот материал кладут. В принципе, его тоже используют, но опять же, тут тоже есть и свои плюсы, и свои минусы, поэтому тут уже надо смотреть по необходимости. Конечно, экономия воды, времени для полива, времени именно прополки сорняков и так далее, тут просто замечательно. Но если это, например, участок такой влажненький, плюс еще будет у нас укрывной материал, тогда есть риск загнивания корневой системы. Поэтому... То есть кора более натуральная, как бы. Но опять же, не то, чтобы это очень плохо или это очень хорошо, просто всегда каждый случай индивидуален. То есть четкого да, четкого нет, нету. Ну вот заодно еще и как бы, я думаю, какой-то мусор, то есть убирать. Использовали. А тут он пошел на полезное дело. Кстати, об уборке. Тут, получается, мы наворотили целую кучу земли. Обычно, если сразу вот эти вещи не убрать, они очень быстро зарастают сорняками, а потом вот эти вот глыбы не убрать. Поэтому пересадили растения, сразу грабельками все разровняли. Потому что в суете дней, я не думаю, что каждый день там будешь помнить о каких-то таких вещах вроде уборки, кстати, да. холмов. Ну вот еще раз подчеркну, материально-техническое обеспечение пока позволяет только вот лопату. Секаторы даже Ирина принесла с собой, но я понял, граблями, то есть завтра я все разровняю. Ну, супер. Супер. Ну, Ирина, большое спасибо, потому что там, возможно, еще пару-тройку кустов нужно будет пересадить. Теперь это я знаю, как и наши телезрители, уже всю теоретическую базу, благодаря вам, все практические нюансы. И, кстати, если вдруг вы смотрите, по телевидению, понятно, да, может быть, что-то не запомнили, то напомню, что у телеканала Якутия-24 есть также аккаунты во всех видеосервисах, ВК, YouTube, ВКонтакте я сказал. Вот, и там вы можете найти эту передачу и использовать как инструкцию. Разумеется. Также обратиться можно и к нам, в Ботанический сад Северо-Восточного федерального университета. Поможем, расскажем, посоветуем. Здорово, Ирина, большое вам спасибо. Ну а нашим дорогим телезрителям желаем хорошего, отличного, урожайного летнего сезона. До новых встреч. Это был проект «Испытано на себе». Пока.